Як знайдеш ти того, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти того, за ким затужиш, у серці розквіте тоді весна. А як той хтось близький і найдорожчий в глибінь очей загляне аж до дна, тож знай, що понад чар твоїй любові на світі щастя більшого нема. Ти знай, що понад чар твоїй любові на світі щастя більшого нема. Як знайдеш ти того, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти того, за ким затужиш, у серці розквіте тоді весна. А як той хтось близький і найдорожчий в глибінь очей загляне аж до дна, ти знай, що понад чар твоїй любові на світі щастя більшого нема. Ти знай, що понад чар твоїй любові на світі щастя більшого нема. Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня мы продолжаем беседу с участниками группы Ретрограй. Салям алейкум. Алейкум салям. Расскажите о вообще своей программе. Меняете ли вы ее, адаптируете ли вы ее к современному слушателю? Может быть, привносите какие-то новые элементы или все так вот, как и было? Ну, все равно сделать и сыграть полностью так, как было, у современных музыкантов, мне кажется, уже не получится по природе, потому что, может быть, все если изменилось. очень постараться. Да. Ну, задача не в этом, а задача в том, что мы погружаемся, и тоже у нас происходит трансформация внутренняя. Мы открываем какие-то новые грани восприятия окружающей действительности, восприятие друг друга, людей, которые вокруг. И вот актуальность этой музыки действительно в том, что она дает новую перспективу, она нас как бы выводит из суеты и позволяет
дает такой момент рефреш, Кинематографичность даже. такую. освежает наш взгляд, и после этого мы можем, даже вернувшись к своей обыденной жизни, по-другому взглянуть на все. Вот, посмотреть новым взглядом, освежившись, то есть уже сбросив какую-то усталость, какие-то напряги. Вот. И часто даже многие проблемы как бы решаются и растворяются просто из-за того, что ты там по-другому уже посмотрел. Нас приглашали в проект, в котором даже задача для нас была поставлена адаптировать, проект весь построен на фолк-музыке, и нам единственным поставили задачу адаптировать пару народных песен в ретро-звучание. Они не хотели, чтобы мы сделали там ремикс или вот как этно, что-то танцевальное, эмбиент, там, не знаю. Но а можете сделать в ретро? Вот, и мы сделали в ретро несколько народных песен, и люди сказали «Вау». Я не знаю, почему они так сказали. Був май, тихий вечір, сміялись зорі до нас. Саме в цей май і в цей вечір зустрілись ми в перший раз. Та все проминуло, лиш спод в серці зостав. І ця пісня не забула, що я тоді тобі склав, коли мав всі скарби прецінні, до ніг би поклав своїй дівчині, коли я мав чорнокнижника власть.
как вы перевезли эту музыку вот в Украину и рассказали об этом своим друзьям-музыкантам, показали ее, их реакция, и все ли согласились делать эту программу сразу? Ну, вначале мы с Машей играли вдвоем. У нас был период, когда нам некогда было искать, и, то есть настолько был порыв, что мы сразу взялись делать программу и петь, играть вдвоем, чтобы не тратить время на дополнительную еще подготовку. Вот с с этого кем-то. вдохновились, да? Вот. Но потом, конечно, мы привлекли уже Данила Денисова на аккордеоне. И вот некоторый период играли втроем. Пользуясь тем, что у него есть такой еще замечательный инструмент — электронный аккордеон. Электронный аккордеон, в котором содержатся звуки очень Различные, многих, звуки. очень многих инструментов музыкальных. Вот. Сегодня он играет на обычном аккордеоне акустическом, а долгий период мы играли с ним вот, с электронным аккордеоном, в котором весь оркестр. По этому поводу у нас даже некоторое время было название «Киев Оркестрио». Такое трио, которое звучит как оркестр. Вот это как раз из-за этого, да, такое трио с оркестровым звучанием. Вот. Но постепенно подтянулись гитарист Евдоким Решетько, с которым мы уже играем вместе аж с 2000 года. Очень много делали разных проектов с ним, начиная там от ирландских и каких-то, заканчивая там какими-то классическими, авторской музыки, классической, старинной музыки. То есть очень много за эти годы мы сделали и переварили вместе, и реализовали очень много разных проектов музыкальных. Вот. Его тоже пригласили на гитаре и играли какое-то время с ним. Ввели контрабас теперь. Да, и вот совсем недавно мы пригласили также в наш коллектив контрабасиста. С которым учились в консерватории. Да. Ну, у вас все Горбанюка. или студенты, или Выпускники, все выпускники или вы школьники, вуза. все из одной школы. Да. Просто, в принципе, вы чужих не принимаете, да, в свои коллективы? То есть так вот просто к вам музыкант извне попасть не может. Нет, у нас уже настолько душевная общность сложилась за эти годы, что Да. в принципе... Она скорее даже родственная. Я когда к вам пришла на репетицию, это почувствовала, очень почувствовала. Правда, с вами очень приятно работать и как-то так Спасибо. уютно. Як почуєш серця зов, як заграє раптом кров, не турбуйся, не лякайся, бо це любов. А любов річ неземна, незбагненна, чарівна, їй відмовити не в силі, ні ти, ні я. Ти з любові собі не жартуй, із моїх почуттів не кепкуй, бо що сталось мені, може статися й тобі, а за те ти мене не винуй, бо не знаєш години ні дня, як один так заб'ються серця, не поможе тоді вже нічого, ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Не поможе тоді вже нічого, ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
любов, а любов річ неземна, незбагненна, чарівна, їй відмовити не в силі, ні ти, ні я. Ти з любові собі не жартуй, і з моїх почуттів не кепкуй, бо що сталось мені, може статися й тобі, а зате ти мене не винуй, бо не знаєш години ні дня, як води так заб'ються серця, не поможе тоді вже нічого й ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Не поможе тоді вже нічого й ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Расскажите о музыке, актуальности этой музыки вот в наше время в Украине. Ну, я могу сказать такое, что музыка ретро, она по своему языку, конечно, может показаться устаревшей. И вот мы не стремимся как-то так преобразовать, именно жанрово внести какую-то новизну, чтобы, ну, как бы модернизировать звучание, а как раз мы стараемся сохранить и передать вот этот колорит и атмосферу того, как она звучала раньше. Но важность этих песен именно в том, что они как бы возвращают, ну, можно так сказать, утерянные и позабытые ценности. То есть вот таких, ну, как бы искренних и таких непосредственных чувств, непосредственных проявлений. И еще эта музыка очень неторопливая, и по своему чувству времени она не сегодняшняя, она немножко как бы медленнее, чем сегодняшний ритм жизни, Да. и в этом ее просто терапевтичность. Поэтому я думаю, она так повлияла на нас, потому что с этой музыкой можно расслабиться, с этой музыкой можно набраться сил, а не, ну, уйти, наоборот, из состояния какого-то возбуждения и драйва, которое у нас пронизаны все дни. И может напрягать уже через которое время. Да. И вот наоборот, как-то расслабиться, выдохнуть, она умиротворяет, эта музыка. И вот эти немножечко наивные рифмы или какие-то образы, иногда они смешные, иногда они настолько точные, что сейчас так просто не говорят, но не принято, и ну, это очень здорово. Да, сразу ассоциация с черно-белым кино, да. Да. Думав їхати на Кубу, на Майамі залишився, довгою була румба, палко я так залюбився. Там на пляжі на Майамі перший раз зустрів її. Там на пляжі на Майамі серце віддала мені. І у ритмі маракасів десь лунав чарівний час. Ми були мов на Парнасі, кохання дивний час. Там на пляжі на Майамі перший раз зустрів її. Там на пляжі на Майамі серце віддала мені.
Майамі, перший раз пізнав її, там на пляжі на Майамі, серце віддала мені. Слушайте, ну это такая довольно нишевая, да, музыка. Не для всех, для тех, кто понимает, для тех, кто ценит. А расскажите, как вы находите своего слушателя, где вы играете эту музыку? Только ли на концертах, или, может быть, вас приглашают на какие-то более закрытые мероприятия или на фестивалях, может быть? Конечно, у нас есть круг слушателей, которые нас приглашают, допустим, в гости, и мы общаемся, играем, поем, даже поем вместе какие-то песни. То есть происходит такой Квартирники очень, ну такие, типа да? да, очень такой близкий, такой душевный контакт, очень классный. Вот это любимый формат, действительно, в котором нас приглашают. Если это корпоративы, то там, где мы все рядом находимся, и люди поют вместе с нами, мы можем раздать листики со словами. Да, только хотела кто-то спросить, знают ли, танцует, да, как да, я да. знаю слово. То есть, ну вот люди реально расслабляются, и ну, что-то в них происходит, какая-то метаморфоза. Як бузки розквітнуть білі, і пташки розбудять гай, крізь сріблястий шум берізки, чиї
Вы задействованы в большом количестве музыкальных проектов, и у каждого свои музыкальные какие-то проекты. Расскажите о своем самом любимом, самом успешном, на ваш взгляд. Ну, действительно, вот это наша компания, наш такой как бы кружок, который сформировался еще в школьные годы. Каждый, кто в нем, такая самодостаточная творческая единица. У каждого большое количество музыки, песен. И то, что мы собрались вместе, это, конечно, очень такое как бы чудесное произошло такое объединение, чудесное событие. Вот, и потому что мы все очень разные. И вот в этом удивительная смесь, вот этот коктейль. Мы очень разные, у нас разные музыкальные вкусы, у нас разные музыкальные проекты, бывает даже противоположны друг другу мы. Но вы как-то не спорите, вот во время репетиции вы не спорите, вы как-то так спокойно, у нас все время шуточки. Эта общность позволяет действительно доверять, заниматься, доверять, да, и в то же время как бы заниматься абсолютно разной музыкой. Вот, например, проект, в котором мы много лет изучаем и играем музыку кельтских народов, это относятся к ним ирландцы, шотландцы, еще, бретонцы, то есть начиная с 2000 года у нас этот проект существует, то есть как бы по продолжительности и по количеству записанных альбомов и как бы проведенных концертов, выступлений, вот это как бы у нас самый такой успешный проект. За эти годы были проекты, которые сейчас существуют, в которых мы взаимодействуем также с солистами и такими, можно сказать, зерками украинского шоу-бизнеса. Вот, например, Соня Сотник, это ведущая Радио Рокс, Сергей Фоменко, это гурт Мандры. Вот, и там охват аудитории и размах совсем другой. Вот, но вот эти артисты, они нас любят, за то, что мы привносим туда, как бы, в их творчество. И вот на этой синергии получается очень классные вещи. Попрошу вітру з ворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кичері і в Діброви, і дізнась, де моя мила, карі очі, чорні брови, мила моя, люба моя, цвіте ясен цвіт. До тебе
наче все одно знайду дівчину, чорні брови, карі очі перейду. Я бистрі ріки, безкиди, і діброви, і шляхи мені покажуть карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Ла-ла-ле, Я, правда, удивлена вашим проектом, и вы говорили, когда о нем, не думала, что настолько душевно, не думала, что настолько мне понравится. И я также уверена, что понравится нашим зрителям, которые сегодня Будем все надеяться. услышали. Да, будем надеяться. И до новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам большое. Спасибо. С вами была программа Джанлы Студио. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.